стоило Амитхану подняться в небо, увидеть лицо вражеские самолеты, то здесь уже появлялся человек, которому немецкие наземные службы присвоили звание «Черный дьявол». Больше 600 боевых вылетов, 150 сражений в воздухе. Амитхан Султан во время Великой Отечественной войны сбил 30 вражеских самолетов лично, а еще 19 в группе. Эти цифры красноречиво говорят о мастерстве воина, а слова знавших его подчеркивают, каким он был человеком. К столетию со дня рождения летчика команда телеканала «Миллет» прикоснулась к истории легенды. Фильм о бесстрашном воздушном асе, о мужественной личности, а дважды Герой Советского Союза Амитхане Султане презентуют в Крымско-Татарском театре. Думаю, не ошибусь, если скажу, что одним из основных достижений в нашем фильме является разнообразная география съемок и знакомство с интересными людьми, с личностями, которые были непосредственно знакомы с Амитханом Султаном, которые с ним вылетали на различные испытания. Окунуться в историю спешат почетные гости. Если раньше при встрече можно было позволить себе объятия и поцелуи, то сейчас в зале за социальной дистанцией внимательно следят. «Эпоха Амитхан Султан» – так называется документально-художественный фильм, который ведет зрителей по воздушным следам летчика аса. О чем? О ком вы вести черные? Закрыты сокола глаза. Разные уголки полуострова, Москва и город Жуковский. Автор фильма Эльвина Меметова, режиссер Виктор Лопата и оператор Асан Ибрагимов изучили архивные материалы, пообщались с родственниками и коллегами Амитхана Султана. 2 месяца кропотливой работы над картиной, и перед зрителями предстает целая жизнь героя-легенды. Заслуженные награды команде телеканала «Миллет» вручает министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев. Фильм длится около часа. За это время каждый зритель в зале стал ближе к судьбе летчика. Эмоции переполняют. Действительно, чувство гордости за нашего земляка, за Амитхана Султана, герой нашей страны, герой своей земли, герой своего народа. Это человек, который прославил свою родину. Мороз по коже идет, потому что мы сегодня были в числе первых, кто посмотрели этот фильм. И я очень завидую тем, кто будет его видеть в самое ближайшее время. Любая подобная работа – это победа, тем более снятая в такие кратчайшие сроки. За это, конечно, мы благодарны журналистам, которые посвящают все свое свободное время, поэтому вы молодцы. Магомед Толбоев – это один из самых знаменитых живых летчиков-испытателей. Когда он с такой болью и с таким неравнодушием говорит о Амитхане Султане, это дорогого стоит. Так что спасибо всем, кто делал этот фильм. Главная идея фильма – рассказать миру о нашем соотечественнике и показать его путь на земле и в воздухе. Без эмоций, без слез невозможно выйти, например, вот из зала, или я уверена, что телезрители тоже оценят вот на таком соответствующем уровне. Я благодарна своей команде, я благодарна Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым, Михаилу Сергеевичу Афанасьеву. Благодарна за поддержку и за эту площадку, на которой мы имеем возможность вот так реализовываться и развиваться. Премьеру документально-художественного фильма «Эпоха Амитхан Султан» телезрители смогут увидеть 25 октября в 20:00 на телеканале «Миллет». Имя Амитхана Султана присвоили Старокрымской общеобразовательной школе номер 2. Накануне здесь открыли памятную доску, посвященную герою. Для каждого крымского татарина имя Амитхана Султана – это как путеводная звезда. Путеводная звезда, которая позволила всем нам остаться верным своей родине, верным идеалам человечности. В школе также планируют открыть музей Амитхана Султана, где будут проводить экскурсии, чтобы еще больше людей приобщились к истории крымско-татарского народа. Мы должны каждый день, каждую минуту помнить о подвиге, который совершил наш Амитхан Султан. Каждый крымский татарин сегодня гордится своим соотечественником.